Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Республика планирует продолжить сотрудничество с японскими финансовыми структурами по инвестпроектам. О каких проектах идет речь и какие договоренности достигнуты. Сегодня мы поговорим с гостем студии. Это директор 3-го отдела Департамента финансирования инфраструктурных и нефтегазовых проектов Японского банка для международного строительства господин Манабу Като. Добрый день. Визит вашей делегации стал продолжением переговоров, которые были проведены в конце прошлого года во время поездки главы нашей республики Найсена Николаева в Японию. Можно ли говорить о том, что достигнутые тогда договоренности обретают реальные начертания? И, если можно, поясните, по каким конкретно проектам сейчас идут переговоры? Очевидный прогресс по сравнению с прошлым годом наметился. Те проекты, которыми мы сейчас занимаемся, можно условно разделить на две категории. Первая категория – это инфраструктурные проекты, к которым, в частности, относится проект сортировки и переработки мусора, а также проект реконструкции международного терминала аэропорта Якутска, что, соответственно, относит его к транспортной сфере. Также еще интересен проект по Якутскому горводоканалу, который будет связан с водоподготовкой. Вторая категория проектов связана прежде всего с обеспечением продовольственной безопасности, ну и обеспечения жителей города Якутска и жителей Республики Саха-Якутия в целом вкусными и безопасными продуктами питания. Здесь прежде всего выделяется компания «Саюри» и их круглогодичный тепличный комплекс, который уже успешно развивается и который будет расширяться дальше. Но что касается тепличного комплекса «Саюри», довольно уникальный проект в условиях Крайнего Севера. Довольны ли вы результатами реализации первого этапа проекта и какие изменения планируются при реализации последующих этапов? В прошлом году Республику Саха-Якутия посетил господин Маэда, который является президентом банка JBIC, и в частности ему продемонстрировали тепличный комплекс, расположенный на территории Кангаласского тора. И хочу отметить, что ему очень понравились те овощи, которые ему там были представлены, так как они отличались очень хорошим вкусом, высоким качеством. Ну и отдельное впечатление на господина Маэда произвел тот факт, что данные овощи поставлялись и поставляются до сих пор в детские сады, начальные школы, то есть именно идет обеспечение местных жителей действительно качественными продуктами питания. Мы ожидаем строительства третьей очереди тепличного комплекса, в отношении которой банк JBIC рассматривает возможность оказания финансовой поддержки. Ну и наша конечная цель — это все-таки внесение вклада в обеспечение жителей Республики Саха-Якутия действительно вкусными и безопасными продуктами питания. Но по тем проектам, которые уже получили реализацию в республике, что можно сказать о Якутии как о партнере? Насколько здесь созданы условия для эффективного сотрудничества и реализации намеченных планов? Те деловые партнеры, которые работают уже с Якутией, уже успели оценить республику как действительно надежного партнера, которому стоит доверять, и это, на мой взгляд, является очень серьезным преимуществом вашего региона. Несмотря на те преимущества, которые есть применительно к отношениям между Японией и Республикой Саха-Якутия, в частности, это отсутствие разницы во времени, психологически все-таки есть еще моменты, которые требуют, скажем так, корректировки и решений. У японцев зачастую нет полной или должной информации о том, что сейчас происходит в Якутии и какие возможности здесь есть. Поэтому очень важно все-таки держать друг друга в курсе и обмениваться необходимой информацией, которая, возможно, позволит осуществлять дальнейшее развитие сотрудничества. В свою очередь, мы, банк JBIC, это японский банк международного сотрудничества, посредством предоставления финансирования готовы и будем продвигать Республику Саха-Якутия среди японцев для того, чтобы они могли больше о ней узнать, ну и, соответственно, использовали это в качестве основы для дальнейшего взаимодействия. Вы затронули вопрос мусоперерабатывающего завода в нашем городе. Он обсуждается уже не первый год. Насколько этот проект капиталоемкий и когда и при каких условиях он может быть реализован? Особенностью данного проекта является то, что он будет регулироваться тарифами. То есть за установленную плату жители будут пользоваться услугами по обработке мусора. Ну и, соответственно, исходя из этого, то есть этот проект должен рассматриваться в долгосрочной перспективе, потому что иначе, с точки зрения прибыльности, будут очень большие риски.
Очень важна роль администрации городского округа Якутск и правительства Республики Саха-Якутия в части обеспечения финансовой поддержки данного проекта, потому что без нее все-таки данный проект будет реализовать очень и очень сложно. Ну а какие еще приоритетные инвестиционные проекты прорабатываются совместно с нашей республикой и в каких еще сферах есть интересы у японской стороны? 申し上げました通り、やはり Это прежде всего инфраструктурные проекты и проекты, связанные с обеспечением продовольственной безопасности и обеспечением жителей республики качественными продуктами питания. Но помимо этого, я бы еще хотел заострить внимание на мероприятиях, которые связаны, скажем так, с продвижением и распространением имиджа Республики Саха-Якутия среди японцев. Потому что очень важно, чтобы у японских жителей и прежде всего японских бизнесменов была возможность иметь точную, достоверную информацию о том, что происходит на местах, ну и в частности, какие возможности с точки зрения делового сотрудничества здесь есть. Ну а кроме нашей республики, есть ли у вас примеры успешного плодотворного сотрудничества с другими регионами России? 国際協力銀行はですね、 Мы сейчас активно взаимодействуем с агентством по развитию Дальнего Востока. Это государственный орган, который является подразделением, непосредственно подчиненным Министерству Дальнего Востока. И совместно с этим агентством мы открыли консалтинговую компанию в городе Владивостоке как раз для продвижения интересов японских бизнесменов на территории России, ну и также для того, чтобы представлять те финансовые возможности и те возможности для делового сотрудничества, которые есть на территории России для японских предприятий. Ну и вот в этой связи также, в частности, мы активно укрепляем взаимодействие с администрацией Приморского края. Ну и возвращаясь к началу нашего разговора, каких конкретно договоренностей удалось достичь в нынешнюю вашу поездку с руководством и представителями нашей республики, и какие вопросы еще требуют детальной проработки? 現在ですね、 К настоящему моменту состоялся обмен мнениями по поводу того, каким образом должны реализовываться проекты, в частности в плане схемы финансирования. Поэтому в настоящее время мы ведем обсуждение с заинтересованными сторонами конкретных деталей, касающихся обеспечения финансирования. Как только мы сможем договориться о базовой концепции на тех условиях, которые будут устраивать всех участников соответствующих проектов, то мы, я думаю, в достаточно кратчайшие сроки сможем выйти на подписание договоров о финансировании, которые уже будут являться основой для реализации тех или иных проектов. Большое вам спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов. 本日はこうした機会いただいてありがとうございます。 Ну, в свою очередь, большое спасибо вам за предоставленную возможность ответить на вопрос интервью. Это была программа «Актуальное интервью», но о сотрудничестве и инвестиционных проектах с Японией мы разговаривали сегодня. До встречи в эфире.